Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. И сегодня гость нашей студии Василий Борисов, заместитель директора Национальной библиотеки Республики. Василий Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, естественно. Спасибо. И такой вопрос в начале нашей беседы. Сейчас практически все цифровизуется. Цифровая эпоха семимильными шагами наступает в нашу жизнь. Расскажите, как развивает цифровой формат Национальная библиотека, и, на ваш взгляд, нужно ли переводить в цифру все книги, или какие-то издания все-таки нужно оставить нетронутыми в печатном виде? Так, цифровизация Национальной библиотеки плотно связана с электронной библиотекой. Это мы так говорили в прошлом году, говорили, вот электронная библиотека, да? И есть еще такое понятие, как электронный каталог. Это все-таки ресурсы информационные, которые библиотека использует в сети интернет. Сейчас мы от этого отходим, это уже старая концепция, мы сейчас цифровизацию себе как-то по-другому немножко видим, потому что это уже в сети не должны быть отдельные ресурсы, а это должно быть полное отражение традиционной библиотеки в сети интернет. Со всеми услугами, со всеми сервисами. Если кто-то пользуется нашей электронной библиотекой, они видят это, я в этом не сомневаюсь. И в 4 квартале 2021 года это станет заметно еще более сильно. Надо ли сканировать все? Однозначно, мое мнение, как Василия Борисова, да, надо это сделать. Но получится ли это сделать? Нет, не получится. Из-за авторского права, кстати. Кстати говоря, об авторском праве, как здесь выглядит ситуация с авторами при оцифровке книг? Все ли дают согласие или кто-то отказывается, чтобы книга появилась в таком формате? Ага. Значит, авторское право у нас регулируется Гражданским кодексом, да, часть 4 Гражданского кодекса, там достаточно подробно все написано, в каких случаях можно оцифровать, в каких случаях нельзя оцифровать, в каких случаях надо брать разрешение права обладателя, вот такой вот термин у нас есть. Если говорим про Национальную библиотеку, мы заключаем лицензионные договора. Вот вы автор, мы говорим, давайте подпишем, и ваша книга появится в электронной библиотеке. Однако в соответствии с законами о библиотечном деле Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, библиотека не может выплачивать гонорар. Вот, это не предусмотрено, нет. То есть, когда люди дают нам свои книги, они дают это бесплатно. Соответственно, есть ли отказы? Конечно, они есть. Да? Более того, надо сказать, что если книга коммерчески успешная, вот даже потенциально, вы пойдете в книжный магазин и купите эту книгу, и издательство заработает на этом денег. Вы пойдете на сайт библиотеки и прочитаете эту книгу бесплатно вообще, да? Какой тут бизнес может быть. Поэтому тут есть какая-то коллизия, какое-то противоречие, но есть много авторов, которые дают свое согласие. Я могу даже сказать, что в большинстве случаев это научные сотрудники, ученые, которые заинтересованы в том, чтобы их труд остался в веках, в годах, потому что вот фонды Национальной библиотеки, есть такое понятие государственный библиотечный фонд Республики Саха-Якутия. Там очень много требований. И пока стоит Национальная библиотека, вот все, что на серверах и на стеллажах, оно будет сохраняться. Кто в этом заинтересован, дает согласие однозначно. А вот давайте представим, может быть, такую ситуацию, что все-таки автор дал свое право оцифровать свое произведение, даже, скорее всего, это художественная какая-то книга, она попадает в электронную библиотеку Национальной библиотеки, но при, скажем так, желании читателя эту книгу прочитать, он должен все-таки каким-то образом оплатить эту услугу, чтобы автор все-таки не бесплатно предоставил свое творение. Сейчас, на данный момент, в Национальной библиотеке такого механизма нет. Да? Это работает немножко по-другому. Допустим, есть современные популярные книги, которые хорошо продаются, бестселлеры. Конечно, мы заинтересованы, чтобы наши читатели через нашу электронную библиотеку получали к ним доступ и читали это дело. Мы заключаем договора с другими электронными библиотеками платными, тот же Litres, iPerbooks, их там достаточно большое количество. Национальная библиотека им платит деньги этим коммерческим организациям, а наши читатели пользуются этими ресурсами, на самом деле платными, на безвозмездной основе, потому что мы за них оплатили. Для этого надо пройти авторизацию от нашей электронной библиотеки, то есть должен быть читательский билет. То есть вы, грубо говоря, оплачиваете то, что люди читают? Всегда так было, потому что традиционные книги библиотеки их тоже покупают. Это вот так оно работает. Давайте поговорим о электронном издательстве, которое у вас в библиотеке существует. Какие произведения можно издать в цифровом формате, ну и вообще как все устроено, как все работает? Это очень интересный опыт. Это один из сервисов, сегментов электронной библиотеки, которые мы представляем нашим читателям. То есть наша электронная библиотека — это не только цифровные книги, там еще много окружения, да, вокруг. А вот одно из них — электронное издательство. Когда задумывалось и реализовывалось, мы думали, что у нас будет проще.
Вот традиционные издательства, там много комиссий, много согласований, все это проходит, редсоветы, редколлегии. Мы думали, вот, мы будем более демократичными, вот все будем так делать бесплатно, потому что эта библиотека, опять-таки, не может там монетизации быть. И оказалось, что мы породили дракона, да, такого же. У нас опять такая же, ну, комиссия, ну, так и должно быть, правильно, да? Как бы комиссия рассматривает рукопись, если там подписываются определенные документы, библиотека со своей стороны делает дизайн-макет, присваивается универсальная десятичная классификация, да, ББК, что требуется, так сказать, по требованиям издательства. А ИСБН присваивается, и что самое интересное, мы эти труды размещаем в электронной библиотеке, которая называется e-library. Да, если кто знаком, это штука, которая очень тесно связана с РИНСом. РИНС, есть такая штука очень интересная. Если вы ученый, как оценить вашу эффективность, допустим, вашей работы? Вот вы написали статью какую-то научную. Вы эффективный ученый или нет? Если вас много цитируют, используют там в других научных работах, вы эффективный. А как это измеряется? Измеряется вот с этим самым РИНСом. Поэтому наше электронное издательство, там не только научная литература, да, но для научных сотрудников это очень хорошо. Ну, там можно и художественную литературу. Собственно, весь алгоритм, как это сделать, какие там этапы надо пройти, публиковано на сайте Национальной библиотеки nlrs.ru. Пожалуйста, заходите, мы всегда рады, когда у нас много авторов появляется, много желающих опубликовать вот свой труд в нашей электронной библиотеке. Казалось бы, просто библиотека, приходишь и книжки читаешь, а тут все так серьезно. Да, тут как бы так. Нацпроект «Культура». В рамках этого проекта перед регионами стоит задача по развитию муниципальных библиотек. Расскажите о том, что уже сделано и что будет сделано в самое ближайшее время. 2019 год, начало национального проекта, Еренгурицкий район, поселок Беркакит, библиотека получила 5 миллионов рублей федеральных. Это был очень странный опыт. Конкурс был объявлен там на 2 дня буквально. А сама заявка очень объемная. Да? Там мы смогли несколько библиотек подготовить, отправить. Коллеги получили деньги, модернизировали. За эти деньги приобретается мебель, текущий ремонт, фонды, повышение квалификации. Очень такое объемное такое мероприятие, по результатам которого библиотека обновляется полностью. Потом, значит, в 2020 году у нас еще 5 библиотек таким образом получили федеральное финансирование по итогам конкурса. Сейчас в 2021 году у нас 4 библиотеки прямо сейчас модернизируются. А кроме этого, еще республика за счет средств государственного бюджета каждый год выделяет по 5 миллионов рублей, да, за счет которых тоже создаются модельные библиотеки, но уже республиканского, если так можно сказать, уровня. Вот, поэтому, если мы смотрим статистику по другим субъектам, по количеству и по уровню финансирования, которое мы получаем с федерального бюджета, мы в лидерах. Вот, это... Но не секрет, что современная библиотека сегодня это еще и центр досуга для различных групп населения. Проводятся различные мероприятия для своих читателей. Расскажите о том, что в вашей библиотеке прошло в самое последнее время. Угу. В самое последнее время, наверное, надо выделить, ну, я выделю одно мероприятие, таких много, разумеется, да? Это вот тотальный диктант был. Дмитрий Глуховский приезжал. В рамках этого тотального диктанта проводится мероприятие, которое называется «Фестиваль грамотности». А в рамках этого фестиваля у нас открыт Центр грамотности. Вот это очень такое крутое мероприятие на самом деле. То есть организаторы тотального диктанта бесплатно предоставляют набор книг, которые они сами уже издают, дают мероприятия, да, методические указания дают, образовательную деятельность. И главное, цель всех этих активностей, что в Национальной библиотеке появляется ядро, которое будет популяризировать и продвигать грамотность, чего, если посмотреть интернет, почитать комментарии, ну, это востребованное такое направление, даже если говорить лично про меня. Вот. Ну, давайте поговорим о развитии, как дальше будет трансформироваться библиотека, конкурируя с электронными книгами. Какая сейчас вообще тенденция, нет ли опасения, что потихоньку, постепенно, год за годом читателей офлайн все-таки будет становиться все меньше и меньше? Так, ну тут это очень интересный вопрос. На данный момент такого опасения нет. Даже, можно сказать, больше противопоставлять вот информационные технологии, интернет и библиотеку, это было модно там, ну, в 90-е годы, да? Была такая точка зрения. Сейчас этой точки зрения нет. Сейчас мы рассуждаем следующим образом. В интернет, информационные технологии — это самый эффективный инструмент, который может применять библиотека. Любая. Да? Если говорить про количество посещений, про остальные метрики, то позиция Министерства культуры Российской Федерации, нашего Министерства культуры, правительства Российской Федерации, что обращения удаленные, то есть к сайтам, информационным ресурсам, да, они приравниваются к традиционному посещению.
Будет ли там какой-то сдвиг, да, в будущем? Ну, может быть, будет. Но плохо ли это? Я думаю, нет. Ну и сегодня, во Всемирный день книги и авторского права, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ага, ну, что пожелать. Уважаемые телезрители, читайте, пожалуйста, хорошую литературу. Вот что я хочу вам порекомендовать. А если не знаете, что читать, такое бывает часто, да? 455 и 855. Наша услуга «Персональный библиотекарь» и вообще Национальная библиотека и вся сеть библиотек республики готова вам в этом оказать всемирное содействие. Василий Борисович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Еще раз с праздником и всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». И во Всемирный день книги и авторского права нашим гостем был Василий Борисов, заместитель директора Национальной библиотеки Якутии. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.